Өмірбек Оспанұлы Оспанов 1906 жылы 10 тамызда Қостанай уезі Тоғызақ өзені бойындағы Тоғызақ ауылында кедей шаруаның отбасында дүниеге келген. Жас кезінен бастап өзінің зеректігімен көзге түскен. 1917 жылы өзінің ауылындағы 3 сыныптық мектепті аяқтап, кейін 1918 жылы Қостанайдағы Қазақ-орыс мектебінің 4 класын бітіреді. Оқуды әрі қарай жалғастыруға әке-шешесінің сол жылдары қатарынан қайтыс болуы мүмкіндік бермей, кішкентай ғана бала күн көрудің әлегімен байдың қозыларын бағады. Оқудан қол үзгеніне осылай іші ашып жүргенде арада 4 жыл өте шығады. Осы кезде заман өзгеріп, кеңес үкіметі орнап, 1922 жылы осы ауылға уәкіл болып большевик Төкеев келмегенде, оның өмірінің арай қарай қалай жалғасатынын кім білсін. Көзі ашық, сауаты жақсы, өзі зерек баланы Төкеев біраз уақыт қасына хатшы жәрдемші есебінде ертіп жүреді де, қайтарынан Қостанайға бірге алып келіп, губком комсомолы жолдамасымен сол кездегі Қазақстан астанасы Орынбордағы үлгі тәжірибе коммуна мектебіне оқуға жібереді. 1931 жылы Тимирязев атындағы ауыл шаруашылық академиясын бітіріп, агрохимик топырақтанушы деген мамандық алып, өзінің жастайынан армандаған ойына жетеді. Оқуды үздік бітірген дарынды маманды оқытушылар мен КСРО ғылым академиясының Докучаев атындағы топырақтану ғылым зерттеу институтына аспирантураға қалдырады. Аспирант Оспанов сол жылдары аса ірі топырақтанушы ғалымдар академик Герасимов және профессор Иванованың жетекшілігімен өте құнды ғылыми зерттеулер жүргізді. Алғаш зертханада сортаң топырақтарды жақсарту үшін оларға гипс ендіру жөнінде тәжірибе жүргізсе, кейінірек бұл лабораториялық тәжірибелер нәтижелерін Түркмениядағы тақырлы топырақтарға кеңінен енгізіп, бірнеше жыл далалық тәжірибе ізденіс жұмыстарын жалғастырды. Нәтижесінде тақырлы топырақтардың пайда болуы және оларды жақсарту жайында диссертациялық жұмыс орындалды. 1936 жылы аспирантураны бітіріп, 1937 жылы диссертация Докучаев атындағы топырақтану институты ғылыми кеңесінде жемісті қорғалды. Нәтижесінде Оспановқа ғылыми кеңес мүшелері геология, минералогия ғылымдарының кандидаты дәрежесін беру үшін бір ауыздан дауыс беріп, диссертацияны 1940 жылы КСРО ғылым академиясының Докучаев атындағы топырақтану институты генезис и мелиорация тақырып деген атпен жекеше монография етіп шығарды. Өмірбек Оспанұлы жас шағында өзінің талантының бір қырын әдебиет жөнінде көрсеткен. 1920 жылдардың басында Орынборда оқып жүрген кезінде тілі өткір Өмірбек кейбір кертартпа жағдайларды сынап, шымшыма әңгімелер жазады. Тіпті өзінің әдеби әріптесі Өтеулин екеуі кеңестік жаңа құрылысқа арнап «Зарлық» атты пьеса жазады. 1924-1928 жылдары бұл пьеса Орынбор, Қызылорда сахналарында еліміздің атақты әртісі Серке Қожамқұловтың қойылымымен көпшілікке ұсынылды. Тіпті сол кездегі республикалық жарыста бұл пьеса Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек Бейімбет Майлиннің шұғасынан кейінгі 3-ші дәрежелі сыйлыққа ие болған. Саламатсыздар. Өмірбек Оспанұлы Оспановтың кезінде еңбегі сіңді біздің топырақтану институтының ұйымдасып ашуына. Ол кезде жаңағы 45-ші жылдары ғой, 45-ші жылдары ғылым академиясы ашылды. Ғылым академиясы ашылғанда онда Қаныш Имантаевич Сатпаев өзіне ғылыми секретарь қып, учет секретарь қып, Өмірбек Оспанович Оспановты алған екен. Өмірбек Оспанович Мәскеуде нені бітіріп, академия, сельскохозяйственный академияны бітіріп, сол жерде жаңағы диссертация қорғағанда жаңағы шөлді зонадағы тақыр топырақтар бар ғой, соның жаратылысы, соның табиғаты, соны сипаттап
қорғаған ғой. Сонда жаңағы академик Герасимов деген ол кезде беделді ғалым ғой. Сол сұрақ қойған ғой. Ол топырақты не үшін зерттейсің, не керек деп. Сонда жаңағы Қазақстанның территориясында ол топырақтар бар. Оларды кезінде жаңағы біз қазір зерттеп оның қасиеттерін білмесек, онда біз ары қарай басқа да зерттеулерімізді жасай алмаймыз деп айтқан екен. Сол жаңағы академик, сонда президент, ғылыми академик президенті, сонда ғылыми жаңағы секретарь алып, Омарбек Оспанович Оспановты алған екен. Неге десең, ол жас ғалым, жаңадан бітіріп келген, ол бітірісіменен Жезқазған облысында жұмыс істеген екен. Білесіңдер ғой, иә? Жезқазғанда Қаныш Иманталы Сәтбаевтың өзінің экспедициясында сол жақта жүрген видеосында көрген. Сонан кейін жаңағы осындай топырақтану институтын ашу керек деп ұсыныс жасап, Сәтбаев қолдап, сөйтіп ұйымдастырды. Богатейшее месторождение меди, руда ли почти на самой поверхности, 60% всех Медского союза. Начальник геологического талантливый сын казахского народа. «15 лет своей жизни он отдал пустыне, разведывая недры большого Джесказгана». Пустынной степи под руководством кандидата геолого-минералогических наук Успанова идет анализ земельных проб. Повышать плодородие земли – вот основная задача ученых-почвоведов Казахстана. Осы жылдары Өмірбек Оспанов Қазақстан жерін жоспарлы түрде зерттеп, оның жер қорларын ғылыми негізделген жолдармен тиімді пайдалану үшін арнайы ғылыми мекеме ашумен айналысады. Соның нәтижесінде 1939 жылы КСРО Академиясының қазақ филиалы құрамында алғашқы рет топырақтану секторы ұйымдастырылды. Бұл секторды басқару үшін Өмірбек Оспанұлы Ресейден топырақтану саласындағы ірі белгілі ғалым профессор Бессоновты шақырады. Сонымен топырақтану секторының меңгерушісі профессор Бессоновтың және Жезқазғанда өзі басқаратын тәжірибе жұмыстарының бастамалары Қазақстанда алғашқы топырақтану саласынан ғылыми зерттеу жұмыстарының жүргізуге мүмкіндік берді. Соғыс жылдарының басталуына байланысты Докучаев атындағы КСРО ғылым академиясының топырақтану институтының академигі Герасимов, профессор Глазовская, Лобовалар бастаған біраз ғалымдардың Алматыға көшіп келуі топырақтану секторының ғылыми мүмкіншілігімен арттырып, оны ғылыми зерттеу институтына айналдыруға жағдай туғызды. Бұл мәселеге 1942 жылы, 46 жылдары Өмірбек Оспановтың КСРО-ның ғылым академиясының қазақ филиалы президиумының бастығының орынбасары қызметін атқаруы да көп септігін тигізгені анық. Оспановтың арқасында 45 жылдың басында Қазақ ғылыми академиясы құрамында топырақтану институты құрылды. Вот в 1986 году мы ездили на конференцию с Умарбеком Оспановичем, и меня, собственно, туда как бы взяли для того, чтобы я был рядом с ним в дороге. Вот, я закончил Московскую Тимирязевскую академию сельскохозяйственную, поэтому, как говорится, я закончил в 82-м, и мне было легко ориентироваться. И вот
И Умурбек Успанович уже прям с Алматы показал свою оригинальность. Ну, такое, скажем, чувство уважения к своей специальности, вот, к обществу, потому что получилось так, что мы когда пришли в аэропорт на регистрацию, и оказалось, регистрацию перенесли на 3 часа. Ну, имеется в виду, самолет задержали. Вот. И мы вернулись к нему домой. Вот он там одел более такой парадный свой костюм. Он ему очень шел, подчеркивал его. И здесь уже в Москве тоже началось все с того, как мы подходили к самому институту почеведения. И мы там шли как бы от метро какую-то часть пути. Ну, он идет не спеша, и вдруг кто-то сзади нас говорит: ой, это, наверное, Умурбек Успанович. Мы остановились, он оглянулся, перед ним стояла женщина. Вот. Он говорит: ты кто? Она: здравствуйте, Умурбек Успанович. И не говорит, кто она. Ему 80 лет. Да. И он так смотрит и говорит: а, ты такая-то? Она: ну надо же, какая память. Вот как удивляет, столько лет прошло. То есть они встречались, скорее всего, какие-то работы у них, и вот он ее узнал. Поэтому уже, я говорю, на улице его уже узнавали. Потом мы были в институте, вот, пришли к директору Шишову. Вот, Шишов его встретил, поздоровался, встал из-за стола. Они поговорили об общих делах, свои вопросы. И мы в какой-то момент там находились как бы на проходе, что-то нам надо было, я уже не помню. Вот. И что тоже было замечательно, с его присутствием проходил крупный мужчина, и вдруг он остановился и говорит: Умурбек Успанович. Вот. И это оказался Ковда. Вот они обнялись, начали довольно живо беседовать. Вот Умурбек Успанович сказал, что ему уже вот 80 лет исполнилось. Ковда Виктор Абрамович, по-моему, он говорит: ну, это ничего. Вот. Они даже, по-моему, есть небольшая разница, но вот так вот, когда человек встречается со своим коллегой, которые уважают друг друга, вот эта беседа, стоя прям в коридоре таком тоже этого института почеведения имени Докучаева. Вот. И через несколько минут проходил еще мужчина, такой светлый, высокий, он как Ковда в очках. И вдруг тоже остановился, повернулся к нам и говорит: ой, Умурбек Успанович, здравствуйте. Это оказался Зон. Вот потом, ну, он сразу и меня представлял для них, вот, и их для меня. Вот. И вот это тоже Зон с ним начал довольно другую как бы беседу, не совсем как у Ковды было, но такая деловой разговор был. И вот такое разностороннее отношение, вот, и деловое у него все время присутствовало. Он, например, ходил, мы заходили еще в лаборатории, в отделы там, вот, и его многие узнавали и здоровались. Вот. Несмотря
на то, что он был в очках, вот, он их всех узнавал, вот, и сразу они тоже его узнавали, и получилось, что такой московский коллектив, известный на весь мир, Институт почвения Докучаева, и там вот эти корифеи этой науки почвенной, они с ним так тепло общались. Вот. Это еще раз показывает, что и сама специальность или это направление, наука почвоведения, она такая интересная, что люди могут объединяться. У них общие интересы. Братство почвоведов. Братство почвоведов. Да, потому что когда один другому говорит, это сразу всплывает в памяти, сразу представляешь какое-то место, что там было, почему это интересует, как его как бы выразить, вот, сравнить с тем, что знаешь, что сравнить с тем, что этот ученый говорит. Вот. Өмірбек Оспанұлы Оспанов жайлы ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы Есбол Жамалбековтың қызықты әңгімелері бар. Сол әңгімелердің бірін сіздерге айта кетейін. 1989 жылдың 5 жұлдызы. Түнгі сағат 11-де телефонға біреу хабарласты. Алсам, Өмірбек Оспановтың таныс даусы. Есбол, сенсің бе? Мен ғой Оспанов. Мына бүгінгі вечеркі газетінде ертең кешкі сағат 6-да өтетін Әбділда Тәжібаевтың 80 жылдық мерейтойына шақырыпты. Сен де әдебиеттен алыс емес адамсың ғой. Мүмкін мені ерте барарсың. Мен келісіп, ертесінде уақытылы барып, Өмірбек Оспанұлын Жамбыл атындағы филармонияға бардым. Салтанатты мерейтой керемет өтіп, арты тамаша концертпен аяқталды. Ол жерде Әбділда Тәжібаевтың тек ірі ақындығы ғана емес, сонымен қатар әдебиет саласында ірі ғалым, профессор екендігі сөз болды. Ол жиыннан шыққаннан кейін Өмірбек Оспанұлы Әбділда Тәжібаевпен бірге болған бір керемет қызықты оқиғасын айтты. 1946 жылы маусым айының басы, біршама жылдар бойы КСРО Ғылым Академиясының қазақ филиалы болып жүрген ғылыми мекеме басшы органдардың шешімімен өз алдына отау тікті. Бұл құрылтай жиналысына өз республикамыздың ғалымдарымен қатар кең байтақ одақтың әр аймақтарынан келген өзге ұлт өкілдерінің ғалымдары да баршылық еді. Жиналыс тарқардың аяғына таман мен, бойым қортық, Ахмет Жұбанов бір көзі көр, Есмағамбет Исмайлов белі бүкір, Әбділда Тәжібаев аяғы ақсақ болатын. Төртеуміз көпшілік көзіне жақсы көрінетін есік алдындағы дәлізде жиналып қалыппыз. Осы жағдайды терең түсіне байқаған Әбділда: «Әй ағайындар, бұл жерден тезірек кетейік. Әйтпесе мына жиналған қауым қазақ ғалымдарының арасынан дені дұрысы жоқ па деп ойлап қалар» деген сөзбен өзі бастап, бәрімізді сол жерден алып кетті. Кейін ойлап қарасақ, бұл сөздердің қазақ ұлтының намысын ойлап айтқан сөздер екенін түсіндік. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың қарапайымдылығы жайында Өмірбек Оспанов былай деген: 1941 жылдың мамыр айы. Мәскеу-Алматы жүрдек пойызының өзі ол кездерде бұл араны 5-6 тәулік жүретін. Вагонның бір купесінде Қаныш Имантайұлы, одақтың сол кездегі түсті металлургия министрінің орынбасары Ломако және мен үшеуміз Мәскеуден елге оралып келеміз. Бұл сапарда Қанекеңде мен де өте көңілді, шаттық жағдайда оралып келе жатқан едік. Себебі біздер Кремльде болып, Калининнің өз қолынан алғашқы орденімізді кеудемізге тағып келе жатқан кез еді. 1940 жылы Қазақ Республикасының құрылуына 20 жыл толуына байланысты Қазақ Ғылым Академиясының алғашқы жетістіктері үшін КСРО жоғары кеңес президиумының жарлығымен Қанекең Ленин орденімен, ал мен құрмет белгісі орденімен марапатталған болатынбыз. Жол ұзақ. Уақыт өтсін деп мен ірі станцияларда купеге қайнаған су жеткіземін. Ал оны мәнерлеп дәмдеп шай жасау Қанекеңнің үлесінде болды. Қанекең арнайы өзі алып жүретін шай дәмдейтін кіші шәйнекке мөлшерлі шай салып, қайнаған ыстық су құйып, оны тез суымасын деп қос жастықпен бастырып, біраз уақыт өткеннен кейін ғана шай дайын болатын. Құр шай емес, орденімізді жуу үшін шайға пәй қосып ішіп,
Қанекеңнің терең ойлы, тәрбиелі, қызықты әңгімелерін тыңдап, жол қысқартып келдік. Сөйтіп, шамамен 3 тәулік өткенде Қызылорда облысының Жосалы станциясына келіп жеттік. Бұл станцияда Қанекеңмен қасындағы қонағымыз Ломаканы машина күтіп алды. Машина болғанда сол кездегі кіші жүк машинасы. Сол машинамен ол кісілер аса жауапты қызмет бабымен Қарсақпай, Жезқазған бағытына жол тартты. Кетерінде Қанекең: Өмірбек, сен елге бара жатырсың, мен мына қонақпен Сарыарқа аймағына бара жатырмын, мүмкіндігінше қалған ақшаңды маған бер деп қарызға ақша алып кетті. Міне, Өмекеңнің осы кішкентай келтірілген мәліметтерінен ақ Қанекеңнің қандай қарапайым болғаны анық байқалады. По отчеству не знаю, Герасимов и женой Лобовой, они жили у Успанова дома во время войны. Оказывается, когда Успанов, во-первых, вызвал их всех в эвакуацию именно в Алмату. Отдел географии и отдел картографии. И когда они приехали сюда, то есть у нас картография пошла вверх, потому что Лобова сразу же определила, что они делают областные почвенные карты. И к ним, ну, у меня там все это в книжках, ладно, к ним это пояснительные записки. Пояснительные записки вышли по всем областям, а почвенные карты так и лежат в спецчасти. У нас спецчасть — это кладезь всего. В то время же обязательно, если люди делали какие-то работы, они сдавали, уходили, они сдавали. А сейчас вообще все, как будто бы никто не работал после 90-х годов. Очень много чего, что пропало с тех пор, когда Успанов был директором. Я думаю, что то, что Успанов сделал, больше кто-то другой вряд ли сможет. Он просто уникальная личность. Про него, когда все говорят, я поражаюсь. Настолько разносторонний, настолько вот он инициативный, он энергичный, он во все. Вот молодые, даже вот этот Кан, по-моему, говорил, мы же как молодые, если вот мы выступали, он обязательно после нас делал разбор, что правильно, что неправильно. То есть он ничто не оставлял без внимания. Ну, это, я больше всего, мне понравилось, как Глазовская к столетию Успанова написала статью в журнале «Почвоведение». Она сказала, что это великий почвовед. Ну, как-то я сперва думала, ну, великий почвовед, это, наверное, ну, ее такое отношение. Но она с ним была во время войны, поэтому она его знает от и до очень хорошо. Она же в это время работала тоже около Джесказгана, как раз джесказганские вот эти промышленные гиганты росли, Сатпаев и так далее. Их отправил, чтобы они продуктовый поезд, чтобы обеспечить Караганду и Джесказган своими продуктами. Это же самое главное было во время войны и после войны. И вот он там, вот есть фотографии, где он выращивал даже арбузы в тех условиях. И в тех условиях он как раз было спорное вот насчет почв пустынных вот около Джесказгана. И все говорили, давайте назовем их темными сероземами. Но он все-таки настоял, что это то ли бурый, то ли серо-бурый, вот сейчас я забыла. То есть он и генетически, и очень много знал. А знал, почему он много? Потому что с 30 какого года? С 30-го года, что ли, он в Москве учился. У него были учителями Иванова, Елена Ивановна, по-моему, Иванова и Герасимов. И под их руководством вот он с солонцами работал в лабораторных условиях гипсования солонцов. И кроме этого он занимался такырами. И такырами он занимался в Туркмении, называется Ургенческий, по-моему, какая-то местность. И он туда поехал на Ишаке один с лопатой. Представляешь, это в те времена,
4-й год, что ли. В общем, на основе этого всего он переосмыслил вот отношение к такырам как к почвам какого-то геологического образования. Он так генетически сказал, что это чисто почвенное образование, и для вот этого района оно очень полезно исследование, потому что, ну, голод, надо обязательно людей кормить, и эти почвы довольно-таки плодородные. Ну, в общем, у него столько много вот этих мелких работ, что просто поражаешься, что он везде. Вот даже я к этому очень так предвзято отношусь. Во всех книгах я сперва ищу слово «Успан». Недавно вот эта вот государственная почвенная карта, миллионка, где-то в 1945 году. Листы миллионки. Не по областям, а листы. По областям были сделаны в 1945 году. На ее основе была сделана вторая почвенная карта, обзорная. В 1948 году. Лобова автор. И вот эта вот карта потом позволила к целинным почвам, когда уже начали целину как осваивать, то в 5 секунд, ну я так говорю, 5 секунд, на самом деле коллектив Института почвоведения был очень грамотный, очень высокообразованный. Они все, собравшись, сделали руководство к применению, руководство к обследованию и введению в это, ну, чтобы их привести в производственную, к производству. Разделили все почвы потому, где можно, где нельзя, где можно, где нельзя обследовать и... Нет, не обследовать. Где можно и нельзя использовать и оставить часть под пастбище. Это имелось в виду светло-каштановые почвы. А вот темно-каштановые и остальные, севернее, это уже можно было под зерновое хозяйство пустить. Потому что после войны хлеб это было главный социальный продукт. И надо было накормить людей. Я просто сама, ну, тех послевоенных лет, я с утра помню, что мы за хлебом ходили, и если первые в очереди, я в Козловке росла, первые в очереди, там 20 человек, они могли купить белый хлеб, а остальные серый хлеб. То есть это было по всему Союзу, по-моему. Ну, в Алмате, может, получше было, я не знаю. То есть это был, как вот целина, хоть говорят, что это не нужно было ее поднимать. На самом деле это бренд сейчас Казахстана. И он целину поднимать. Конечно, там вот я по старым отчетам видала, там старые вот эти могильники и так далее, они все пошли под трактора. Вот, например, в Прибалхаше, где мой отец жил, там до сих пор вот могила моего деда существует. Это 1800 какого-то года. То есть там, ну, не нужно было распахивать. А здесь... Но самое интересное, в какой-то момент был такой случай, что когда распахали вот эти вот... за каждый распаханный гектар их зачеты давали медали. И вот люди старались распахивать не глядя. Пусть будет щебнистые, пусть будет хоть какие почвы. А наши же говорили, что не трогайте вот эти почвы. И прям было указано вот в этом указаниях. И вдруг из Центрального комитета приходит бумажка, что вы испортили все, что должно было бы сделать. А наши бумажку не сохранили. А то, что они давали в Центральный комитет, они ее потеряли. Ну, в общем, в архивах нашли вот это вот старые какие-то, ну, копии или что-то такое. Все-таки доказали, что мы говорили, не трогайте эти земли. В общем, много вот таких вещей, где
И вот на всех фотографиях видно, что Успанов стоит там 1,5 метра роста, и рядом стоят руководители вот этих совхозов. А они все приехали с Украины, с России, с Белоруссии. Огромные мужики, и он там стоит. И он вот с его упорством, с его этим, он столько, он мог любого человека повести за собой. Мне больше всего рассказал об Успанове Бобров Владимир Иванович. Это вот оценщик Гипрозимовский. Да. Он в то время приехал на Целину и до октября жил в палатке, представляешь, в Целинограде, не в Целинограде, а Кустанае. Он впервые видел степи после Харькова. Он закончил Харьковский университет и приехал. И он говорит, когда я Успанова увидел, я просто был влюблен в него. И считаю, что надо такую вот медаль сделать, 3 УУ. Я говорю, это что такое? Уважение, что-то такое. Я вот жалко, что я не записывала, что он говорил. Он говорит, настолько порядочный человек, что вот его характер, его это, и вот это надо всем людям раздавать такую вот, кто достоин такой медали, как У3У. Он много чего. Он говорит, мы над каждым разрезом, когда спорили, Евстифеев, Рядков и Успанов. Как раз каждая область была отдана молодым людям. В то время Рядкову, с Рядковым вместе Федорин и кто еще? Рядков, Евстифеев, Федорин. Но они где-то им по 30 лет было. И они исследовали вот эти вот почвы. И ведь Успанов везде был там рядом, да? Но ни в одном, вот почва Казахской ССР, ни в одном из них он себя не поставил. Вот Глазовская, да, автор. Глазовская говорит, вы знаете, вот удивительно, но он такой вот человек, что он, если он сам не писал этот отчет, если он сам там что-то не делал, он, даже Науменко, его ученик, он говорит, я потом обнаружил, что даже какие-то статьи мы вместе вот сидели, вместе разбирались. Он говорит, нет, Саша, ты сам должен под своим именем идти. Вот он выращивал свои кадры очень трепетно. А про кадры, вот как раз Глазовская тоже говорит, когда вот в 1945 году организовался институт, проблема кадров была еще та. Ну, конечно, шли в первую очередь биологический факультет КАЗГУ в то время выпускал почвоведов. Почвоведов или биологов там это. А второе, это он ездил по Карлагу, а Карлаг по территории занимает примерно территорию Франции. Представляешь, начиная от Караганды и примерно до западной окраины Балхаша, вот эта огромная территория была Карлагом. И вот кто выходил уже отсидев срок, он их призывал к себе в институт. Вот так он Новогрудского привел. И так у нас в институте образовался отдел микробиологии. Отдел микробиологии. Потом он нашел, во-первых, Боровского, хотя он отсидел тоже свой срок, и тоже привлек Матыщук по среднекаштановым почвам Караганды, по-моему, у него есть книга. Вот его он привлек, по-моему, с Балхашского ботанического сада или откуда-то тоже отсидевшего. Еще многих людей он. И он, с разрешения, конечно, с разрешения Сатпаева, он, наверное, договорился с Сатпаевым, и они как-то вдвоем вот привлекали всех, кто был. Много сидели и тимирязевские, и ленинградские, и почвоведы, и специалисты геоботаники, ботаники. И он всех их привлекал. И когда потом уже, оказывается, он признался, Глазовский, говорит, я вертелся как только мог. Меня постоянно вызывали и говорили, что вы делаете, вы должны уволить этого человека, нельзя его держать, он был бывший заключенный. Вот таким макаром он поднимал наше почвоведение, и при нем
очень много отделов появилось в нашем институте. Если в самом начале, в 1945 году, было всего 3 отдела. Ну, во-первых, это географический наш, это генез почв. Ну, он так не так назывался, как-то по-другому. Потом еще один, мелиорация почв, там, где, по-моему, заведующей была Глазовская. Она в 1951 году уехала. И какой-то еще этот, 3-й отдел. И еще был отдел химии и физики почв, ну, то есть анализы делать. И везде, я вот в архив нашей Академии наук, когда пошла, посмотрела, вот как образовался вот этот институт, как образовался этот филиал, и он там везде писал музей, музей. Он так хотел, чтобы именно были везде, ну, то есть он уже видел, что у него собралась такая когорта людей, которые редко встретишь. И он хотел, чтобы всех их знали. Я когда первый раз попала к нему домой, я не знаю, спасибо Яцинину, он вот в свое время сделал, ты не помнишь, вот примерно вот такой вот листочек, вот на нем фотография и кратко данные этого человека на весь институт. И над ним все посмеивались. Ну, мы что, говорит, это самое, арестованный, что ли, на нас все, досье ты собрал. На самом деле, когда я увидала это досье, после этого я начала собирать. И когда я попала к Успанову один раз по какому-то делу, он говорит, знаешь, самое главное, пожалуйста, Самарскую тройку. Я тогда не знала, кто такой Самарская тройка, кто туда входит. Ну, а оказывается, это Бессонов, Праслов и Неустроев. Неустроев за одно лето где-то в Кызылорде по пустыне сделал 1000 разрезов. Ну, кызылординские почвы – это не почвы черноземов для переселенческого управления. То есть эти просто люди, которые делали небывалое для почвоведения. И Успанов, его имя, во-первых, есть Целина. Брежнев, когда Целина эпопея закончилась, но якобы он написал. На самом деле это Бисибаев написал, Максимхан. Он тогда был председатель Совета Министров или кто-то. И его сын печатал это все. И он знает текст и все. И они отправили в Москву, чтобы эту книгу, как Целину эпопею, выпустили. А там, видно, нужно было политически про Целину. И он когда увидел, говорит, да, это же наша книга. Но ему сказали, молчите, все, на этом закончилось. Но еще можно удостовериться, что это правда, потому что Целина же не только в Казахстане открывалась, поднималась, но и в России же. Про российские поднятия Целины ничего нет. А про казахстанские там и вот и Успанов упомянут, и сам Кунаев упомянут, и еще министр сельского хозяйства Казахстана упомянуты, а российских никого нет. Но они даже не догадались хотя бы что-то внести туда. Вот, так что такие вот казусы были в мире. И как его Бобров еще вспоминал, когда во время до 90-х лет, до 90-го года, каждый год, каждые 10 лет, 5 лет обязательно Целину эпопею вспоминали и обязательно почвоведов чествовали. В журнале «Наука и жизнь», в журнале «Огонек», в журнале, по всех газетах обязательно говорилось про почвоведение, про наших почвоведов. И Почекина Любовь Ивановна вспоминает, говорит, нас называли короляне земли. И когда мы подходили, там руководство вот этих целинных земель, которые отвечали за раздачу всех земель и так далее, определяли границы, оказывается, они говорили, расступитесь, идут короли земли, они нам дают новые земли. И наши почвоведы обязательно так делали, чтобы совхоз был как Докучаев говорил, что обязательно в том месте, где человек живет, должно быть какое-то соотношение пастбища, пашни, воды и жилья, где он живет. И все это недалеко должно быть, чтобы нормально жил человек.
И вот наши почвоведы вместе с гидрогеологами, геоботаниками, которые тоже были большие отряды туда посланы, они все это старались выполнить и даже заставляли перенести центр вот, того совхоза, где ну, эти сидящие там в этом управлении говорили, вот здесь будет центр, они говорили, нет, вот здесь центр лучше для людей, это более... И, то есть много чего. Ну, там, во-первых, он во всех международных конференциях участвовал. В Америке в 56-м, по-моему, году он поехал после поднятия целины. И вот, и, наверное, после этого, или как, вчера я с Тимир Булатом говорила, он говорит, ну, куда бы ни приехали, первым делом спрашивают, а Успанов как? Они больше никого не знают. Ну, Боровский, конечно, он больше мелиоратор, он больше такой, у него своя, как называется, стезя. Успанова знали по тому, как он вот земельные ресурсы все вместе с Матусевичем и остальными это, как, приводил в порядок и, ну, в общем, подсчитал, можно сказать. Вот. И, ну, в общем, можно говорить миллион всего, и все не скажешь, наверное. Очень много в этом, как его... Я все больше вот сейчас начала читать, и больше каких-то вещей у меня вылазит, которые я, например, бы сейчас у него самого спросила бы или у кого-то. В свое время я с ним встречалась. По его наводке я пришла в институт. Правда, меня принимал Давлятшин, он так это самое. Так, поэтому 4, поэтому 5, поэтому... А почему вот здесь 3 и так далее? То есть он так вот принимали нас на работу. Ну и я рада, что я оказалась в институте, и я рада, что Успанову дали институт, дали его имя. Хотя... Өмірбек Оспанұлы Оспанов ғылым академиясына жақын, қазіргі Шевченко Достық көшесінің бойындағы үйде тұрған. Өмірбек Оспанұлы Оспановтың жұбайы Амина Идрисова, доктор технических наук атағын алған алғашқы қазақстандық әйел адам болатын. Из моих воспоминаний об Умирбеке Успановиче. К моему великому сожалению, Умирбек Успанович, когда я пришла в институт, уже не работал. Тогда директором был Аханов, Гахан Ольшевич. Но когда мы защищались, мы вместе защищались с Диной Карповой, сейчас ее фамилия Иванова, она доктор наук и в МГУ преподает почвоведение. Она, так сказать, с наших мест. Вот и мы, когда вдвоем должны были защищаться, Аханов нас пригласил и сказал, пригласите Успанова. Можно будет к нему пойти, говорит, домой и пригласите. И так получилось, что я пошла к нему сказать, что у нас защита. И я пришла, такой удивительный человек. Они жили на Шевченко, в этом академическом доме. И его супруга такая же маленькая, такая же интересная, как он сам. Они вдвоем встретили, очень хорошо встретили. И я рассказала, и он, конечно, плохо слышал, но тем не менее я рассказывала, а жена как переводчица была. Она так тоже ему говорит, вот она пришла пригласить. Она сказала, она, кажется, тоже доктор наук, она, кажется, доктор химических наук. Его супруга, кажется, была. И она стала говорить, вернее, я пришла, сказала, что вот мы защищаемся. Он знает отца Дины, тоже, он тоже почвовед. И мама у Дины почвовед. Говорю, вот Карпова и я. А я, говорю, защищаюсь, говорю, по минералогии почв. Он так обрадовался. Вообще основоположником минералогии, минералогических исследований почв был Успанов. Представляешь? Он, получается, что первые такие исследования, когда такой допотопный дериватограф тогда был, знаешь, он не назывался дериватографом, термограф, что ли, назывался. Вот на нем он какие-то сделал эти
снимки. И поэтому я рассматривала эти исследования. Так было интересно. Вот. И потом, и как я уже рассказывала, когда говорила про Боровского, основоположником уже лаборатории геохимии, минералогии почв был Боровский Владимир Михайлович. Ну и вот Владимир Михайлович тоже, к сожалению, тогда уже не был, его уже тоже не стало. Когда я пришла, через 4 года Боровский ушел, и, к сожалению, он рано скончался. И поэтому получается, что вот мои первые, так сказать, ну, учителя или люди, с трудами которых я шла в минералогию, это был, естественно, первый вначале Успанов, а потом Боровский. Вот, и потом, когда вот День защиты, мы поехали, его привезли, и он так внимательно слушал. Ему было очень интересно. Во-первых, он же такырами занимался, а у меня был химико-минералогический состав такыров и такыровидных почв Южного Прибалхашия. А он занимался такырами, такыровидными почвами Кызылординской области. Но, тем не менее, ему было так интересно, ну, представь себе, представляешь, но они немножко отличаются, эти такыры. И я уже говорила, что такыры Южного Прибалхашия, они уникальны тем, что там есть голубые такыры. Голубые такыры, я ему рассказала, что, говорю, вот я, говорю, нашла, говорю, голубой такыр, я, говорю, сняла, говорю, эту пленку, мы ее исследовали, и какие там были штаммы, он так интересовался. Я ему рассказала про эти штаммы. И вот на защите он очень внимательно слушал, ему так было любопытно. И самая интересная такая вещь была, я когда, прежде чем защищаться должна была, да, я поехала в Ташкент, в Ташкентский институт почвоведения. Там же есть какая-то надо было в другом институте сначала сделать эту презентацию. Как это называется? Я уже забыла. Обязательно, вот когда вы будете защищаться, вы обязательно в каком-нибудь другом учреждении сначала сделаете доклад, а потом отзывы из этого. Я для того, чтобы получить вот этот отзыв, поехала в Ташкент. А там живет мой двоюродный брат. А он как раз приехал, оказывается, из Швейцарии, и он говорит, вот я на твою защиту привез. И тогда по тем временам вот эти красивые вина, ну вот эти ликеры, это было что такое. И он мне привез такой, знаешь, какой-то ром, что ли, такой красивой упаковки. Я его сохранила и принесла, когда застолье было после ученого совета. Он с таким интересом эту бутылку рассматривал. Вот человек такой был, знаешь, вот, все ему было любопытно. Он и так, и это рассматривал. А все так смеются, говорят, ну все, давай, говорит, надо сначала попробовать, говорит, а ты долго будешь рассматривать. Так шутили. И главное, это все я так запомнила до такой степени. Это было такое, во-первых, это, конечно, было важное событие в моей жизни. Во-вторых, просто сам факт того, представляешь, что вот присутствовал такой человек. И я так его запомнила, ну вот, удивительно. И вот эта фотография, которую ребята покажут, вот как раз это вот заседание, вернее, это вот президиум ученого совета, когда мы с Диной защищались. Там вот как раз Соколов, потом Захамн Шерч, потом Успанов, Каражанов там был, и еще Михаличенко. Вот такие мои воспоминания. Өткен ғасырдың алып тұлғаларының бірі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев целина жұмыстары бойынша Өмірбек Оспанұлын Брежневтің өзіне ұсынған болатын. Өмірбек Оспанұлының істеген көп жылдық жемісті еңбектері басқарушы органдардан елеусіз қалған жоқ. Ол Қазақ Ғылым Академиясының мүше корреспондентіне сайланды. Қазақ СССР ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, Ленин орденімен 2 рет, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі орденімен, көптеген медальдармен, оның ішінде КСРО халық жетістіктер көрмесінің алтын медальмен, Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен 4 рет марапатталды. Ғалым атты Қазақ СССР алтын кітабына енгізілген. 1996 жылы Қазақ СССР Ғылым Академиясының құрылғанына 50 жыл толуына байланысты Топырақтану институтына басқарушы органдардың шешімімен Оспановтың аты берілді. От правления артели в это время намечается план дальнейшего расширения посевных площадей. Немало еще в республике пахотно-пригодной целины. Директор Института почвоведения Академии наук Казахстана Умирбек Успанов рассказывает. Казахстан располагает огромными земельными ресурсами. За последние 3 года в северных областях Казахстана освоено свыше 20 миллионов гектаров целинных и зажных земель. Перед республикой поставлена большая задача
сдать родному государству ежегодно миллиард пудов хлеба. Одним из важных резервов для этого является почва-земля, изучением которой занимается наш институт. В настоящее время научные сотрудники института заканчивают составление почвенных карт северных областей Казахстана и уточняют еще неиспользованные резервы пахотно-пригодных земель. В лабораториях института производятся анализы почв для уточнения качественных характеристик земель. На днях почвоведы выезжают в области, чтобы помочь местным органам в правильном отборе земель для нового освоения. Қазақтан шыққан алғашқы ғалымдардың бірі Өмірбек Оспанұлы Оспановтың өмір баяны осы. Ол кісі туралы айтарым тек: жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді. Дәл осы сөз арнайы Өмірбек Оспанұлы Оспановқа арналғандай.